Слава героям нашей Родины! В моей семье было известно и говорилось о том, что в нашем роду есть герой. И мы, конечно, этим очень гордились, но большей какой-то информации не было. Я стала искать по крупицам информацию, все, что связано с Лонгиновыми. И я помнила, что мне говорили, что отец моего дедушки был православный священник. Это все, что я знала. В советское время не принято было говорить о таком родстве, и, в общем, это даже, может быть, и было опасно. И чтобы обезопасить нас, детей, нам старались ничего не говорить. Володю я лично знаю по архивным данным, по публикациям. Тем много занималась моя мать Иулита Каркавина Дионисовна. Но она его искала и после войны, и это. Нашли его случайно, нашел его Гоголев в музее, в архиве Министерства обороны. Он является первым из местных, которые непосредственно родились в Якутии и выросли, героем Советского Союза. За форсирование Днепра ему и присвоили звание Героя Советского Союза. Но долго его найти не могли, так как фамилия на грудном листе было написано все правильно, а информация везде была искажена. В газете «Правда и известия» за 1943 год, за 1943 год, там была фамилия сержант Ландинов Владимир Денисович. Только благодаря его однополчанам, это Захарченко, пулеметчику, и Жмаченко, которые тоже в этом приказе были, только по им я нашел и его имя, и фамилия. Я 2 раза был на его могилке, и вот это расстояние от Днепра до села Пшеничники, они форсировали, например, 25 числа сентября, а погиб он, пропал без вести 18 ноября. И вот почти за 2 месяца наши войска прошли только этих 5 или 6 километров. Это показывает, какие упорные бои были и как упорно они старались освободить нашу землю, чтобы было чистое небо и чтобы мы жили сейчас свободно, а не под игом фашистов. Эти мероприятия увековечивают, и как бы не только увековечивают, и объединяют родственников. Мы вот только вот сейчас, в последнее время, стали более дружны и как-то вместе собираться чаще стали, потому что нам есть о чем поговорить, о чем друг другу рассказать, кто что узнал, потому что я уже впереди сказал, что родители наши особо нам про дядю Володю не говорили. Ну, знали, что он герой. Вот и все.
Но нужно помнить, что Лонгиновы – это потомки священников. На сегодняшний день известно 6 поколений священников, которые вот именно служили Богу, которые приехали на якутскую землю из новгородской земли, и чтобы нести добро, свет, любовь, просвещение якутскому народу. И когда пришло время возвращаться, то наш предок, он решил остаться, потому что он очень полюбил эту землю, он очень полюбил и проникся к народам Якутии. И поэтому вот они здесь и остались. А семья Лонгиновых вся знала якутский язык. И мать моя, и все сестры, братья знали, говорили по-якутски. Он даже ездил в Тампо, сейчас Тампо нет, а Тополинное. Там он ездил обучать ивенков. Это Тампо, это ивенкийское население. И вот я нашел его, как сказать, протокол приема в комсомол. И он написан на ивенкийском языке. Наш герой Владимир Лонгинов, он ездил по деревням, он учил простых людей грамоте, чтобы они просто могли читать и писать. И при этом, показывая своей жизнью добрый пример, как можно относиться к людям, как можно служить своей стране. У моего дедушки родного, у него не было сыновей, было 2 дочери. Вот. И фамилию свою он как бы не передал, потому что они девочки. Хотя моя мама, она оставалась Лонгиновой до своей смерти. Вот. Родилась я, у меня 3 сына, я мать вот, сыновей. И несколько лет назад, вот сейчас они довольно взрослые, 21 год, 18 и 15 лет моим детям. И несколько лет назад, совершенно как бы вот без меня, они собрались, ну, так скажем, на семейный совет свой маленький и решили, что род Лонгиновых, он должен продолжаться. И это будет правильно, и справедливо, и хорошо. И, в общем, разговаривая между собой, они решили, что как бы старший сын, он продлит род своего отца, моего мужа. Но младший, он как бы еще недостаточно взрослый. И средний сын, он решил взять фамилию Лонгинов и продлить род Лонгиновых. Через какое-то время они мне рассказали. Я не скрою, что я была очень рада этому. И просто я не ожидала и не думала сама вот в этом направлении. И сейчас вот мы готовимся, чтобы мой сын получил уже новый паспорт и уже свой диплом получил на новую фамилию. Вот, и мы не знали, как это сказать отцу. И знаете, мы люди тоже глубоко верующие, по-настоящему верующие. И я сказала детям так: давайте вот мы просто помолимся Богу. И если ему угодно, он как бы расположит сердце папы, и все будет хорошо, и он благословит и поддержит, потому что наперекор идти, наверное, будет неправильно. И пришел подходящий момент, мы сказали мужу моему, и он с радостью сказал: ну, конечно, я вас поддерживаю. И вот поэтому у меня такая радость, что по линии моего дедушки фамилия Лонгинова будет дальше жить. И вместе с этим я сказала детям, и вот моему сыну, Илья его зовут, что кроме фамилии он берет на себя еще и ответственность. Потому что нужно жить такой жизнью, чтобы быть достойным, чтобы продолжить делать эти дела, любить людей, служить своему народу, своему отечеству. Вот. Что делал и мой родной дедушка, что мы знаем и делал наш герой, потому что он жизнь свою отдал, а это самое дорогое, что есть у человека. Он отдал свою жизнь за то, чтобы жили мы, за то, чтобы страна наша сохранилась, чтобы дети наши родились. Он отдал самое дорогое, и мы благодарны ему, благодарны всем тем, кто погиб, благодарны всем тем, кто выжил, потому что продолжает
жить наша страна. И рождаются у нас дети. А значит, у нас есть будущее. Слава героям нашей Родины!